Строительство спортивной и детской площадок в одном из микрорайонов Сыктывкара сегодня проинспектировали партийцы «Единоросса». Проект реализуется в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Подрядчик планировал сдать объект еще в августе, но поставщики затянули с оборудованием. Напомним, «Единая Россия» в рамках реализации народной программы продолжает партийные десанты по социально значимым объектам региона. Татьяна Супряткина подробнее. Детская площадка с игровыми зонами и местами для отдыха, тренажеры, спортивное поле. Новое общественное место совсем скоро будет облагорожено. Площадку планировали открыть еще в августе, но поставщики вовремя не отправили конструкции. У нас немножко задерживали поставки именно маслов, да. Из-за этого остальные работы тоже задержались. За новую площадку проголосовали сами жители. Здесь рядом детский сад, школа, большой жилой квартал. А выйти прогуляться с детьми или позаниматься спортом негде. Оборудованной игровой зоны поблизости нету. Мы всегда принимаем активное участие, подключаем родителей, потому что родительское сообщество достаточно активное. Поэтому мы очень рады, что открыта вот такая площадка рядом с нами по соседству. И мы наблюдали за рождением этой площадки. Надеемся, что в дальнейшем мы будем активными ее, наверное, подрепителями. В республике в этом году благоустроят 122 объекта. Это 72 общественные территории и 50 дворов. Большая часть работ уже завершена. На реализацию привлекли более 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Республика выделила 184 и еще добавили сами муниципалитеты. В этом году по Сыктывкару реализуется 11 проектов. Про конкретно объект Малышева 13, на котором мы сейчас находимся. В прошлом году несколько инициативных групп, в том числе и наша, вышли с предложением сделать из этой территории универсальную спортивную площадку с пешеходной зоной. За нее проголосовало более 2000 человек. И в 2023 году на нашем округе эта площадка и эта инициатива уже реализуется. «Единороссы» в рамках народной программы «Партийный десант» продолжает рейды по социально значимым объектам. Все спортплощадки, игровые комплексы должны сдаваться в срок. Они превращаться в долгострои. Здесь большой жилой массив, здесь по одну сторону школ 26, по другую школу 25. Безусловно, такие площадки, они будут использоваться, дети здесь будут играть. И самое важное теперь уже подумать всем нам, и управлению образования, и управлению физкультуры и спорта города, мне как депутату, с руководителями всех этих учреждений, как мы можем правильно загрузить эту площадку для того, чтобы люди здесь отдыхали полной грудью. Голосование в рамках комфортной городской среды на следующий год уже завершено. Определены новые объекты для благоустройства, а значит, облик городов и районов продолжит обновляться. Татьяна Супряткина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.